Вы смотрите программу «Актуальное интервью» на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В России продолжается реализация программы «Дальневосточный гектар». Напомню, в Якутии она стартовала в июне 2016 года в числе пилотных регионов. Многие жители не только воспользовались возможностью взять бесплатно первый гектар, но и оформили еще дополнительно земельные участки. Как идет реализация дальневосточного гектара у нас в регионе, какие виды деятельности выбирают якутяне чаще всего, об этом и не только мы поговорим с нашим гостем. Это Нургустана Пахомова, заместитель министра имущественных и земельных отношений республики. Нургустана Николаевна, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, в начале беседы расскажите, наверное, в целом, какая статистика сейчас существует о том, как осваивается закон о дальневосточном гектаре у нас в республике. Ну да, вот у нас реализация закона продолжается уже 4 года, 10-й месяц, да, скоро уже 5 лет будет, как у нас продолжается реализация этого закона. И у нас подано 25 300 с лишним заявок, да. Из них у нас заключено договоров 10 335 договоров в настоящее время заключено. А обычно всегда интересует, а сколько договоров из других субъектов, да, это у нас 116 договоров, у нас граждане получили земельные участки. Ну и в основном те виды разрешенного использования, которые выбирают наши граждане, это для строительства жилого дома, да, это очень часто выбираемый вид разрешенного использования. Например, у нас такой вид выбрали 1639 граждан, да, из тех 10 335, которые в настоящее время заключили договор. Но нужно сказать, что граждане очень в настоящее время очень слабо выбирают виды разрешенного использования. Например, из 10 тысяч у нас без видов разрешенного использования в настоящее время 7 тысяч с лишним земельных участков. То есть, видимо, до конца все-таки люди не определились, то ли хотят строить жилой дом, то ли бизнесом заняться. Ну вот что-то вот пока думают. Ну и в части касается реализации самого закона, да, то уже, конечно же, мы получили 1301 деклараций, да. Соответственно, уже люди заявили, что они освоили этот гектар, но в целом мы в этом году ожидаем еще 1732, и с учетом долга прошлых лет у нас получается 5669 деклараций мы ожидаем в этом году только. Поэтому в случае, если у нас не будет этих деклараций, соответственно, там закон предусматривает некие меры контроля за использованием этих земельных участков. Но в целом статистика такая. А если говорить о том, что сколько территорий вообще у нас участвует, да, из территории республики, то у нас территория республики 308 миллионов гектаров, да, с лишним. Из них 219 миллионов, они просто не участвуют в реализации закона, потому что это у нас территории традиционного природопользования, это особо охраняемые природные территории, ну и, соответственно, те земли, которые уже заняты правами третьих лиц. Но все равно почти 100 миллионов гектаров остается. Да, 100 миллионов, почти 70 с лишним миллионов гектаров они... Каждому второму жителю России, да, в принципе, может хватить. Да. Но вот вы озвучили цифры, что 25 тысяч заявок было подано, но только 10 тысяч договоров было заключено. С чем это связано? Это идет отказ заявителю, неправильно документы как-то подали, не тот участок выбрали. В чем причина? Самый первый отказ, у нас пошли порядка 7 тысяч отказов, это у нас в первый год реализации, да, это 16-17 годы, когда у нас недостаточно хорошо была отредактирована картографическая основа, то есть они там шли накладки, да, картографическая основа была не очень корректная, да, люди не видели практически то, что они отрисовывают и так далее, ну и, соответственно, шли отказы. После того, как мы провели работу с Росреестром, с Минвосток развития, в части того, чтобы нам помогли откорректировать нашу картографическую основу, эта работа была проведена, и в настоящее время у нас процент отказов существенно снизился. Соответственно, в прошлом году у нас было 100 с лишним отказов, да, позапрошлом там 90, до этого 85 отказов и так далее. В этом году у нас вот за первый квартал идет 10 отказов. Ну и в любом случае человек, получивший отказ по той или иной причине, может эту причину устранить и подать заявление за. Обязательно. Но что касается освоения дальневосточных гектаров, 10 тысяч договоров заключено, но, как вы сказали, около 1700 уже получили декларации и ожидаете где-то еще около 1500 в этом году. А в связи с чем такая идет низкая декларативность? Да, но активность, скажем так, в связи с тем, что граждане, во-первых, для того, чтобы подать декларации, они должны выбрать вид разрешенного использования. Вот в самом начале я говорила, что порядка 7 тысяч
и граждане еще не выбрали вид разрешенного использования. Соответственно, пока не выбран вид разрешенного использования, подать декларацию нереально. Да? То есть вначале выбираем вид разрешенного использования, и только после этого система позволяет подать уже декларацию об использовании земельного участка. Но сейчас мы активно работаем и с муниципальными образованиями, и с Министерством экологии, которое существенный процент договоров заключает, да? И для того, чтобы вот эта вот разъяснительная работа и так далее, она у нас шла. Но скажем так, что пока граждане очень осторожны в выборе видов разрешенного использования. То есть, если один вид деятельности выбрали, то его поменять уже потом нельзя будет? В первый год можно. В первый год можно, потому что там есть право выбора, можно подумать, поменять, но потом уже как выбрали, то, соответственно, нет. Но и есть у нас еще такие земельные участки, которые люди получили внутри населенных пунктов, например, в поселке Чульман, в городе Вилюйске, в селе Майя и так далее. Там, соответственно, виды разрешенного использования они должны выбрать в соответствии с правилами землепользования и застройки. И здесь тоже заключается вот некая трудность, да, то есть выбрать именно то, что соответствует правилам землепользования и застройки. Но в основном, скажем так, что те, кто получил в населенных пунктах, у нас же закон ввел новое правило, что если вы построили на дальневосточном гектаре дом, то 5 лет ждать не обязательно. Да? Этим правом у нас уже граждане воспользовались. 4 гражданина у нас уже приобрели дальневосточные гектары в собственность. Это в Вилюйском районе, в Нерингре у нас приобрели земельные участки и, по-моему, в Чурапче. То есть 2 в Вилюйске, в Чурапче и то есть дом построили, и, соответственно, можно подать декларацию, и, соответственно, земельный участок бесплатно переходит в собственность. А вот с момента заключения договора до момента выбора вида разрешенной деятельности установлен ли какой-то определенный срок, или можно все 5 лет думать, или в последний год только заявить? Ну, в принципе, дается только год, да. В принципе, дается по закону только год, но мы же видим, что вот это вот тянется, у нас уже пошел 4-5 год, да, соответственно, те, кто раздумывает, ну вот, была же такая некая горячка, да, вот все побежали, да, и лишь бы урвать. Да, ну не урвать, а как-то не совсем, скажем, рассчитав свои силы и так далее, может быть, получили земельные участки, либо впрок, да, и, соответственно, налог же не платится, ничего не платится, соответственно, люди думают, вот сейчас выйду на пенсию, займусь там хозяйством и так далее, либо вот уйду в бизнес и так далее, ну, то есть время еще для размышления есть. Но по тем договорам, по которым у нас отсутствует уже декларация, мы в органы контроля уже направили их в перечень для того, чтобы были проведены контрольные мероприятия. Вот если говорить о выданных и освоенных уже участках, есть ли среди них компактное расположение, так называемые агломерации? Да, у нас в республике их 16. Да, мы по ним ведем целевую такую работу. Первые 4 агломерации, которые у нас были, мы их уже оснастили инженерной инфраструктурой. Соответственно, в случае, если 20 и более гектаров, 20 и более земельных участков располагаются на удалении 20 километров от границ населенного пункта, то органы местного самоуправления, органы госвласти обязаны их обеспечивать инженерной инфраструктурой. Да? И вот в рамках вот этой реализации этой нормы закона у нас вот 4 агломерации прошли. Это село Антоновка, село Петровка, в селе Партизан у нас так прошла, и в селе Булу Ангинская у нас прошло. То есть там было подведение дороги, да, и, соответственно, подведение линии электропередач. Ну, соответственно, для того, чтобы подвести инфраструктуру, нужно было разработать градостроительную документацию, проектно-сметную документацию на дороге и, соответственно, само подключение к сетям также оно дорогого стоит. И здесь нам помогла федеральная помощь, то есть было потрачено 171 миллион, из них и 82 миллиона – это федеральные деньги. А в последующем оставшиеся 12 агломераций мы будем реализовывать уже за счет собственных средств республиканского бюджета. В настоящее время у нас Министерство строительства занимается как раз разработкой порядка предоставления субсидий органам местного самоуправления, в каком порядке, как предоставлять и так далее. Но, конечно же, будут такие неоспоримые критерии, такие как наличие в обязательном порядке градостроительной документации. Мы понимаем, что без граддокументации посчитать количество дорог, количество сетей мы не сможем. Поэтому вот
мы все время обращаем внимание глав муниципальных образований на то, чтобы вот была разработка вот документов техпланирования. Со своей стороны, наше министерство уже провело топографические съемки таких территорий, соответственно, материалы уже органы местного самоуправления получили. Ну и в этом году, ну, то есть в 2020 году у нас было организовано 4 новые агломерации, да, 2 в Намском районе, 1 в Амкинском, 1 у нас, по-моему, в Черепчинском районе, и у нас, да, в Черепчинском районе. И, соответственно, у нас получается, что вот по этим 4 агломерациям мы будем еще дорабатывать топографические планы. Скажите, а установлен ли законом срок, когда можно переоформить право безвозмездного пользования земельным участком на право собственности или аренды? Ну вот у нас право безвозмездного пользования это 5 лет. Да? Соответственно, после того, как 5 лет вы использовались, да, вы имеете право безвозмездно получить земельные участки в собственность. Но это в случае, если вы правильно использовали этот земельный участок. Ну, и это касается категории земель населенных пунктов, сельхозназначения и так далее. За исключением земель лесного фонда. Если лесной фонд, там немножко правила другие. Соответственно, после 5 лет вы можете претендовать на получение в аренду лесного участка лет на 15. И после того, как вы 15 лет покажете правильность реализации своего вот участка, своего вот проекта, то тогда и лесной участок также можно будет получить в собственность. Скажите, а какие меры государственной поддержки предусмотрены гражданам, получившим земельные участки в рамках реализации этого федерального закона? Ну, скажем так, что у нас есть общие меры государственной поддержки, которые идут в рамках проектов Министерства предпринимательства, Министерства сельского хозяйства, Министерства экологии. То есть это общие меры поддержки, но предусматриваются дополнительные бонусы за то, что вы являетесь пользователем дальневосточного гектара. Да? Это у нас предпринимателям помощь в начале бизнеса. Да, субъектам малого и среднего предпринимательства также предусматривается помощь. А по линии Министерства экологии это бесплатная выдача билета на вырубку, там, на заготовку древесины, вернее. Да? И, соответственно, у нас еще отдельно есть программа, мы ее называем «Якутский гектар». Соответственно, те, кто у нас реализовывает сельское хозяйство, да, какие-то проекты в сельском хозяйстве, они могут бесплатно, также безвозмездно получить земельные участки для ведения сельского хозяйства. С чем это связано? Мы понимаем, что 1 гектар для реализации сельского хозяйства это нереально. Да? Тем более в наших условиях в Якутии, когда мы используем только природную урожайность, да, это нереально. Соответственно, мы предоставляем еще безвозмездно земельные участки, чтобы можно было вот заниматься сельским хозяйством. Ну и также идут ипотеки, соответственно, да, это у нас первый кредитный продукт был, это Алмаз-Эргенбанка, Почта банк у нас также кредиты выдает, ну и самое известное это дальневосточная ипотека. Она же действует не только вот на получение молодыми семьями квартир, да, но и получателям дальневосточного гектара для строительства жилого дома. У нас в настоящее время одобрено 57 заявлений и выдано, по-моему, уже 14 кредитов вот, в рамках этой ипотеки. Нурбустан Николаевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго вам. Все, спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». О реализации программы «Дальневосточный гектар» у нас в республике рассказала Нургустана Пахомова, заместитель министра имущественных и земельных отношений республики. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.